Здравствуйте! Большую часть сегодняшнего выпуска мы посвятим рассказу о мероприятиях в связи с приездом в столицу нашей республики мэров 9 столиц Дальневосточного региона. Но вначале рассказ о наиболее заметных событиях дня. Здравствуйте! Госсобрание Якутии в понедельник одобрило кандидатуру Анатолия Подласенко на пост прокурора республики. Соответствующее представление было сделано генпрокурором Юрием Чайкой. Официальное вступление Подласенко в новую должность произойдет только после соответствующего приказа генпрокурора. А пока Подласенко остается заместителем прокурора Хабаровского края. Надо сказать, что это назначение не просто очередное кадровое решение, но, по сути дела, федеральный центр завершил формирование здесь у нас в Якутии такой, скажем, вертикали власти. Но ведь управление федеральных министерств и ведомств создано уже давно. Ну, так-то оно так, но перестроился характер взаимоотношений этих федеральных управлений вот здесь у нас в республике с местными властями. Ну, в том смысле, что, скажем так, вот неформальные отношения теперь начальников управления с местными руководителями просто стали невозможны. Федеральный центр настраивает на то, чтобы дистанция всегда соблюдалась. Тем временем приближается час представления в Госсобрание еще одной кандидатуры на пост президента Якутии. «Коммерсант» сегодня обращается к этой теме в связи с заявлением полпреда Камиля Исхакова. Он в субботу в Якутске обнародовал список в президенты из действующего главы исполнительной власти и главного федерального инспектора Сергея Кириллина. Ну, причем я бы хотел заметить, что «Коммерсант» оказался более категоричен, чем сам Исхаков. Исхаков оговорился, что президент Путин, в общем-то, может и своих кандидатов еще внести. А вот «Коммерсант» пишет, каким образом озаглавливает эту новость. Вячеслава Штырова прописали в Якутии. Таким вот образом. И делает это, по-моему, уже не в первый раз. Ну да, наверное, где-то месяц назад примерно «Коммерсант» высказывался по этому поводу, причем опять-таки явно был на стороне действующего президента республики. Если исходить из формулы, что наши газеты ничего просто так не пишут, то вполне уместно задаться вопросом, какой же интерес российской газеты в этой кандидатуре. Ну, впрочем, давайте обратимся к нашим насущным вопросам. В Якутии в этом году задолженность по заработной плате снизилась почти в 5 раз. Таков результат подсчетов Министерства труда и социального развития республики. Причем в бюджетной сфере задолженность составляет 0 рублей. Ну, пожалуй, надо все-таки добавить ложку дегтя вот в эту бочку меда, в том смысле, что чиновники и Минсоцтруда, да и не только они, надо сказать, до конца года ведь зарплаты больше своей уже не увидят. Ну, то есть вы хотите сказать, что ее им платить не будут? Ну, именно так. А в связи с чем? Ну, а в связи с тем, что мы, в общем-то, эту тему затрагивали как-то в одной из наших передач, что правительству не удалось залатать вот тот дефицит, который плановый есть в бюджете нашей республики, продажей госимущества. Просто платить не из чего зарплату. Что и говорить, не самый веселый подарок к Новому году. А Новый год на подходе. Сегодня из Якутска вылетел Дед Мороз. Мы уже рассказывали, что по программе «Зима начинается в Якутии» Дед Мороз в Оемиконе получил кубок холода из рук Чингисхана. Затем этот кубок холода планируется провести по десяткам российских городов и странам Балтии. А 31 декабря он зажжет главную елку в Москве напротив столичной мэрии. Ну что ж, до 31 декабря всего лишь 1 месяц остался. Но в магазинах уже началась распродажа различных елочных украшений. Ну да. Но жизнь пока идет своим обычным чередом и, в общем-то, не всегда праздничным. Так оно и есть. А на очереди сообщение из зала суда. Верховный суд Якутии в понедельник удовлетворил жалобу Республиканского объединения профсоюзов под руководством Александра Логинова на решение городского суда Якутска в отношении профсоюза осужденных. Как мы уже ранее сообщали, городской суд оставил без удовлетворения заявление профсоюза на неправомерные действия администрации одного из исправительных учреждений, изъятие учредительных и регистрационных документов профсоюза. Суд при этом ссылался на внутренний документ Федеральной службы исполнения наказания с перечнем предметов, которые могут иметь при себе осужденные. Верховный суд Якутии вернул дело в городской суд для повторного рассмотрения. Ну а теперь рассказ о том, как прошла суббота в столице нашей республики. Начну, пожалуй, с приятного сообщения. В 16-м квартале в субботу минувшую был сдан очередной дом для работников бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства столицы нашей республики. Вообще, надо сказать, что за последние 2 года этот микрорайон Якутска разительно изменился. И все за счет появления здесь все новых и новых домов для работников бюджетной сферы.
Выступая на открытии нового дома, глава администрации сказал, что бюджетников ждут еще более радужные перспективы в ближайшем будущем. Ну а позднее в беседе с одной из семей Новоселов даже добавил: «Боюсь сглазить, но я хотел бы в будущем году, чтобы 500 семей бюджетников получили новые квартиры». Ну, добавлю от себя, что такие вот грандиозные планы глава связывает с будущей презентацией в Москве Якутска как место для инвестиций в жилищное строительство. Эта презентация начнется в Москве на будущей неделе. Ну а ближе к вечеру того же дня в мэрии состоялась встреча, уже очная встреча всех 10 мэров дальневосточных столиц. Мы живем одними и теми же проблемами, одними и теми же успехами. Недавно мы были на предыдущем заседании Совета в Анадыре. Конечно, порадовались за наших земляков, развитию. Ну что хочу сказать, плакаться нам тоже не стоит. У нас есть большие успехи. Уважаемые коллеги, действительно, сегодня, может быть, это и просто форма такова, но за этой формой будет стоять и содержание работы. В каждом городе есть много полезного опыта. Мы где бываем, гордимся тем, что наши коллеги находят новые формы работы по решению вопросов, которые волнуют население. И, конечно же, для того, чтобы эта работа шла успешнее, нужен коллективный ум, коллективное творчество, коллективный опыт. И именно для организации работы столичных городов нам нужно объединяться, быть вместе, выражать коллективную позицию, как это было совсем недавно, когда мы встречались и, значит, с руководством Государственной Думы, с работниками аппарата президента Российской Федерации, с министрами и представителями министерств и ведомств, и доносили проблемы и вопросы местного самоуправления. Честно говоря, кроме нас, во весь голос заявить о них часто бывает некому. Выдавать как-то стоять надо. Вопросы земли. Вот я 3 года тому назад по поручению нашего мэра выступал в Совете Федерации России. Я говорю, значит, надо территорию муниципального округа все закрепить за муниципальное образование. Пусть республиканские органы, российские органы арендуют у муниципального образования. Это говорит в законе и так далее. Что на этой территории не было 3 хозяина. Я не знаю, как у вас, здесь у нас в городе сегодня не разберих абсолютно. 3 хозяина или 4, там еще не поймешь. Иван Данилович, не будем о грустном. Ну, вот эти вопросы надо оставить. Иначе... Заклюют. Да, заклюют. Вот. Поле не спахано, надо им заниматься, и здесь, конечно, все будет зависеть от вашей настойчивости. Но я как-то редко, с вами, будем говорить, по долгу службы, да и вы, и будем так говорить, больше работали с Ильей Филипповичем, как-то вместе общались. Я очень рад знакомству со многими, и в самом деле люди вы государственные, каждый из вас хочет сделать что-то для своего города, для Дальнего Востока, для всей России в целом. Поэтому я очень рад знакомству, желаю вам всем крепкого здоровья, счастья, и надеюсь, все задачи, которые перед нами с вами стоят, вместе мы с вами все решим. Спасибо. Мы предлагаем сегодня подписать меморандум о совместной деятельности руководителей администрации столиц субъектов Федерации. Встреча дальневосточных мэров завершилась подписанием уже упомянутого меморандума. Между прочим, этот документ, в общем-то, не просто формальность на самом деле. Ведь в последнее время происходит революционный переход, перетекание власти в сторону глав местных муниципальных образований столиц Дальневосточного региона в том числе. И то, насколько эффективно, насколько действенно будет вот это перетекание власти, как оно будет происходить безболезненно, будет во многом зависеть еще и от того, насколько эффективно будет налажено вот это самое взаимодействие и обмен опытом. На благо всех нас. На сегодня все. До свидания.